Что я могу рассказать? Я, да, жила и выросла во Владикавказе, училась здесь тоже. Пятая школа, да, все. Пятая школа, потом факультет иностранных языков, потом я училась на юридическом параллельно. Ну и, как бы, наверное, самые важные моменты какие-то в жизни, они происходят очень часто не потому, что ты очень этого хочешь, а иногда еще просто складывается так жизнь. Я никогда не ставила своей целью уехать куда-то или не жить здесь. Но у меня всегда было такое подсознательное понимание того, что, наверное, я буду заниматься чем-то таким масштабным, в смысле, наверное, географически даже масштабным. Я помню, когда училась на юридическом, сдавала зачет, и меня Плиев спрашивал, задал вопрос, что вы делаете на юрфаке, и вы, будучи студенткой факультета иностранных языков, зачем вам нужен вообще юрфак? Кем вы себя видите в будущем? Я вот точно помню, что мне было 18 или 19 лет, и я дала ответ, что я представляю, что я работаю между Россией, Францией и Англией. Хотя тогда у меня не было ни мысли уехать куда-то, я никогда не думала, что буду заниматься какими-то проектами подобного плана. Но просто у меня вот эта мысль была. Откуда она появилась, зачем, как, я вам не могу объяснить, но видно, где-то это подсознание что-то было. И потом так сложилось, что я уехала учиться, продолжила свое образование во Франции, так как был контракт по обмену студентов между нашим университетом и университетом французским. Продолжила образование по юридической специальности. У меня основная специальность — это факультет международное право, дипломатические отношения. И потом работала в Сенате французском, работала в ЮНЕСКО, работала в кабинете адвокатов. Потом получилось так, что стала работать в галерее искусств. Потом занималась продвижением фошона, бренда люксового гастрономического в России. А потом как-то, видно, мое влечение, какой-то такой интерес, который у меня всегда был к искусству или там, культуре, он у меня выразился в том, что я стала заниматься вот такими проектами международными, между Францией и Россией.